Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Врача-неонатолога не найти в штатном расписании районной поликлиники. Такой специалист работает только в родильном доме или перинатальном центре. Неонатолог – это самый первый врач ребенка. Врачи-неонатологи появились в России с 1987 года. Раньше всеми болезнями детей занимались только педиатры. О том, как сегодня работают неонатологи, какие болезни можно определить благодаря неонатальному скринингу, расскажет наш гость, кандидат медицинских наук, заместитель директора перинатального центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева Саргалана Алексеева. Добрый вечер, Саргалана Николаевна. Добрый вечер, уважаемые зрители. Иван. Неонатальный скрининг, он известен как пяточный тест, проводят всем новорожденным без исключения, и анализ позволяет выявить наиболее распространенные генетические заболевания, которые представляют угрозу для жизни и здоровья ребенку. Все-таки какие исследования входят в этот тест? Ну, если коснуться истории, на неонатальный скрининг брали вначале две болезни. Это врожденный гипотиреоз и фенилкетонурия. С 2006 года на 5 болезней. Это те же болезни: фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактозамия и муковисцидоз. И с 23-го у нас перечень заболеваний расширился до 36 общей сложности. Берется всего 8 капель, получается, 5, можно сказать. 5 остается у нас в нашем медико-генетическом центре, эти болезни, которые перечислила, и 3 пятна отправляется в наш город Томск, научно-исследовательский институт генетики, где проводятся на основные болезни. Это болезни обмена веществ, белковый, жировой, углеводный обмен проверяется, и первичный иммунодефицит, и спинальная мышечная атрофия. Вот эти группы болезней исследуются. Ну, сейчас немножко изменилось взятие временной фактор. Раньше брали после 3 суток на 4-е и 5-е сутки, сейчас же мы берем на 2-е сутки жизни. А вот если взять вообще перечень исследований, которые проводятся новорожденным, что туда входит, какие исследования проводятся, ну и понятно, что сравнить Национальный центр медицины, наш флагман республики, например, с районной больницей, будет не совсем корректно. Все-таки у вас уровень и медико-генетическая есть лаборатория. К сожалению, в ЦРБ таких возможностей на данный момент нет. Ну, у нас выстроена 3-уровневая система помощи роженицам, родильницам, беременным роженицам, родильницам и новорожденным детям. И поэтому, конечно, давайте поговорим про медицинские организации 1-2 уровня. Это центральные районные больницы. Здесь в основном это скрининговые методы. Это получается на 2-е сутки неонатальный скрининг берется. Далее исследование аудиоскрининг делается и скрининг на ВПС. Если антенатальный врожденный порог сердца не выявлен, то его выявляют измерением артериального давления на руках, и любая нога, разницу смотрится, и сатурация правая рука и любая нога, например, тоже разницу смотрят. И Для зрителей просто немножко будем расшифровывать термины, потому что не все знают, что такое сатурация, не знают, что такое ВПС. Насыщение кислородом на правой руке и любой ноге насыщение кислородом. Если разница там 3% и больше, то ребенок нуждается в проведении УЗИ сердца. УЗИ сердца уже будут определять непосредственно строение сердца, и ребенок будет маршрутизироваться. Таких скрининговых, как у нас, в медицинской организации 1-2 уровня, конечно, нет. В нашем центре, например, проводится, кроме вот этих всех скринингов, скрининговый общий анализ крови, скрининговый нейросонография, УЗИ внутренних органов, по показаниям УЗИ сердца, например. Ну и, конечно, по определенным показаниям уже более глубокие исследования. Здесь хочется сказать, что в наш перинатальный центр поступают женщины высокой группы риска по врожденным порокам, потому что мы относимся к больнице многопрофильной, где с педиатрического центра любой специалист может подойти, проконсультировать по патологии ребенка. Вот что значит высокая группа риска? Вот можете расшифровать это понятие? Ну,
мы стараемся женщин высокой группы риска маршрутизировать в утробе. Да? Что туда входит? Преэклампсия, то есть это осложнение беременности, наличие хронических заболеваний, заболеваний посистемно, если взять это тяжелые HELLP-синдромы, печеночная недостаточность бывает, пересадкой почки бывает, решаются женщины рожать. Медицина движется, и тем больше помощи мы оказываем, тем, то есть это в детском возрасте, возможно, там какие-то операции провели, например, да, или клапан поставили, пересадку органа сделали. Но женщина решает рожать. И эта женщина, конечно, будет входить в группу риска. Ну, если в целом женщина здоровая, то она может родоразрешение провести у себя в районе. Да. В медицинской организации первого-второго уровня должны здоровые женщины рожать. Угу. А вообще, вот, как часто к вам попадают маленькие пациенты из районов? У нас есть плановое поступление, но их очень мало. В основном это экстренные. Как я говорила, мы стараемся транспортировать в утробе. То есть это работа акушер-гинекологов получается. Они вовремя выявляют или патологии со стороны женщины, осложнение беременности, или патологии со стороны плода. То есть пороки, если определяют, эта женщина уже должна находиться у нас. Возможно, плановый мониторинг — это уже женской консультации РКБ. Она должна находиться, далее поступать к нам, да, или же уже поступать в патологии беременных. И насчет маршрутизации здесь хочу сказать, что рождаются в медицинской организации первого-второго уровня. В основном это отслойка плаценты, преждевременные роды бывают, да, или же гипоксия, или врожденная пневмония. Всего у нас за год примерно поступает около 100 детей, из них экстренные 80-90 детей, это экстренное поступление. Мы их распределяем по 2 перинатальным центрам. Перинатальный центр ЯРКБ в основном идут врожденные пневмонии, недоношенные дети. Все пороки, если имеет ребенок пороки развития или какую-то еще определенную соматическую патологию, то наш перинатальный центр. Угу. Ну вот вы, как раз отвечая на первый вопрос, затронули тему УЗИ, то, что его везде в целом проводят. Вот при каких показателях, что должно быть выявлено, чтобы врач УЗИ направил на более углубленные исследования маленького пациента уже к неонатологу? У нас антенатально уже чаще всего с развитием пренатальной диагностики у нас получается, мы уже заранее знаем, кто родится, например, да, диафрагмальная грыжа, там гастрожизис, амфалоцелия, и определенные хирургические патологии. Патологии со стороны почек — это расширение чашечно-лоханочной системы, со стороны сердечно-сосудистой, там какие-либо определенные пороки. Мы уже тогда целенаправленно этого ребенка обследуем. Все, что у нас имеется, УЗИ, дополнительные там рентген, КТ, МРТ, и подключаем уже специалиста. Если есть необходимость, то мы ставим еще телемедицинской консультации с федеральным центром. Наш 3 Б-уровень — это центр Кулакова в городе Москве. А какая медицинская помощь чаще требуется детям, которые только что родились? В первую очередь, это, конечно, переход из одной среды, да, внутриутробной, переход в неутробную. Она предполагает критическим органом адаптации являются легкие. В утробе, например, легкие заполнены жидкостью. Задача новорожденного ребенка — это вытеснить эту жидкость, например, да, и заполнить легкие воздухом. И, конечно, здесь получается это реанимационная помощь. Мы всех наших врачей медицинских организаций первого-второго уровня обучили за эти годы, да. И здесь хочу затронуть такой момент, что в медицинской организации первого-второго уровня количество родов все-таки сократилось. Практически 75-80% родов происходит в 2 перинатальных центрах. А с чем это связано? С тем, что… Маршрутизация. Маршрутизация, и желание самих женщин рожать в перинатальных центрах. В основном это маршрутизация, конечно, да. И
Хочу сказать, что в перинатальных центрах, ну, как сказать, все условия, чтобы вовремя оказать помощь тяжелому ребенку, да, и, конечно, диагностика и соответствующее лечение. А в медицинских организациях первого-второго уровня ну, как бы эта помощь не всегда бывает. И что они выходят на нас, телемедицинскую консультацию, ну, налаживают и совместно с нашими врачами-реаниматологами проводят непосредственное как бы лечение этого пациента. Вот ну, иногда в социальных сетях, да и так называемые кухонные разговоры приводят к тому, что говорят, сейчас современные дети все больные рождаются. Вот так ли это или нет? Просто Вы как врач, как можете нет здоровых людей, нет в основном не диагностированы. Диагностика у нас сейчас на достаточно хорошем уровне, с европейскими странами, да, тоже ну, практически ничем не отличаемся, можно сказать, да. И поэтому диагностика, конечно, дает диагноз. Все равно что-либо находится, но степень его вот выраженности уже получается индивидуальная, и отсюда и помощь. Но я хочу сказать родителям, что в основном это, конечно, диагноз-то поставлен, но ребенка нужно воспитывать не больным, вот его состояние, например, внутреннее состояние, а чтобы он понимал, что он может быть здоровым. При желании внутреннем вот, может стремиться к этому здоровью, например, да? Люди несведущие, только те, кто уже готовится к родам и кто уже, у кого произошло уже родоразрешение, сталкиваются с таким названием, как шкала Апгара. Вот что означают баллы в данной шкале и что означают низкие баллы? Ну, шкала Апгар уже придумана Вирджиния Апгар 50-х годов прошлого века. Она помощь неонатологам очень ну, как бы дает помощь. Она дает нам степень асфиксии. И у нас асфиксия есть умеренная или средней степени и тяжелая. И прогностически она, конечно, небольшую роль значима, если меньше 3 баллов сохраняется на 5-й минуте. То есть степень поражения центральной нервной системы здесь показывает. Но сказать, что она при высоких показателях Апгар, например, может сопровождаться другие болезни. Это просто степень состояния гипоксии, асфиксии показывает. Каких нормальных состояний у новорожденных чаще пугаются родители? Ну, желтушка. Ну, есть транзиторные состояния, да? Транзиторные состояния, то есть новорожденный переходит из одной среды в другую, и у них очень часто бывает желтуха. Желтуха физиологически чем отличается? Она появляется к концу 2-х суток, длится 10-14 дней, как бумажки, ну, теории прописано, да? Но в практике мы видим, что желтуха бывает чаще всего от грудного молока, который задерживается больше 14 суток. Здесь, конечно, педиатр должен расценивать группу крови матери, резус-фактор, насколько загружен ребенок, да, его психоэмоциональное состояние должен посмотреть и степень желтушности. Если она выражена, то назначает биохимический анализ. Все, что появляется ранее, например, до 2-х суток, появилось в 1-е сутки, это, скорее всего, патологическое. Здесь должен разбираться врач-неонатолог. Если это медицинская организация 1-го уровня, то они должны выйти на нас, педиатры чаще всего, да, выйти на нас и провести. Ну, мы их консультируем, даем рекомендации, что на что диагностику провести. Но если нет, есть необходимость, тоже получается, ребенок поступает к нам. Вот, ну, часто мы сталкиваемся с тем, что высыпание есть на кожи новорожденного и в целом ребенка. Могут ли они связаны быть с какой-то аллергической реакцией или, опять же, это физиологическая реакция? Вот транзиторное состояние у нас, это простая эртема, например, начинается. Он родился, у него кожа покрывается как красный цвет. И у якутов даже есть кагылова, ну, красный ребенок, да? И в последующем на 2-е сутки, 3-е сутки появляется токсическая эртема. Это раньше считались как предаллергоид, да? Сейчас же больше теория, что это связано с заселением кишечника грамм-отрицательной флоры. Ну, процентов бывает токсическая эритема, где-то 20-30% детей.
Ну, наши доктора связывают с употреблением цитрусовых, иногда бывает, да, что связывают, что мама во время беременности, знаючи, что во время лактации она будет ограничена в питании, кушает очень много апельсинов, ну, продукты, которые вызывают аллергию. Иногда бывает, доктора вот имеют при опросе связь, устанавливают такую связь. Вот по поводу потери веса, да, ребенка в первые несколько дней жизни, стоит ли так этого бояться и следить потом за этим? Значит, есть понятие физиологическая убыль массы тела, максимальная убыль массы тела. Она, как в теории прописано, 5-8%, но мы в практике ребенку позволяем потерять до 10%. Это доношенные дети. Недоношенные теряют еще больше, до 15%. Чем меньше масса тела, тем больше потери, например. Да? И здесь, конечно, с чем это связано? Связано с выходом первородного кала. Как он родился, свешивает в родильном зале, этот первоначальный вес уже будет от него, как бы отсчет идет, да? Первородный кал выходит, моча выходит, лактация у женщины не установлена, но идет молозиво высокоэнергетическое, но меньше жидкости. Обмен веществ идет не анаболическое, а катаболическое, то есть не продукция энергии, да, а больше вот потребление получается. И за счет этого еще дыхание, да, через дыхание теряет жидкость. И, соответственно, потери веса обязательно бывает. Но здесь тоже без доктора, если ребенок потерял больше 10%, доношенный ребенок, то нужно разбираться. То ли это гипогалактия у матери, или же это состояние ребенка, вялый сосуд, например, да, или какие-то причинные факторы. Вот по поводу гипоксии новорожденных, от чего она чаще всего бывает? Вот мы как раз говорили про шкалу Апгар, и насколько это опасно, и как обследуют детей, если была все-таки обвитие пуповины. Ну вот в состоянии гипоксии плод может войти, ну, у любой женщины, которая находится, имеет соматическую патологию. То есть насыщение кислородом самой женщины, вот если она снижена, скажем, у женщины анемия, соответственно, насыщение у плода снижается. У плода не такой уровень кислорода, как у нас. У него кислотно-основное состояние, pH называется, да, она 7,26, 7,25, не как у нас. У нас у взрослых людей, например, у детей, которые родились, адаптировали 7,35, 7,45. То есть они в небольшой хронической такой гипоксичном состоянии постоянно находятся. Но если происходит, скажем, осложнение беременности, преэклампсия, HELLP-синдроме, очень много осложнений бывает, они приводят вот в состояние гипоксии. И бывает даже изменения со стороны центральной нервной системы, которые, ну, крах произошел антенатально. Или во время родов, то есть антенатальные факторы риска и интернатальные, то есть во время родов. Во время беременности и во время родов. Это чаще всего обвитие пуповины, может быть, отслойка плаценты, может быть, да. И состояние гипоксии сказывается не только на центральную нервную систему, на все органы системы. Это жизненно важные сердце, почки. Поэтому, как рождается ребенок, мы проводим, ну, определенный перечень исследований, чтобы определить, насколько пострадал плод. Часто ли дети получают травмы во время родов? Вот пишут родовая травма. Ну, травматизм в литературе описывается достаточно, ну, имеет место быть до 2%, например, да. Конечно, здесь очень важную роль играет подготовленность самой женщины к родам, да. Не бояться процесса родов, что до нее рожали уже тысячелетиями наши предки, например, да, и выполнить свою, ну, как бы, функцию рождения, физиологическую свою функцию. И если настроя нет, то сейчас очень часто бывает ситуация, ну, не так много, но единичный случай отказа от физиологических родов. Да, ну, соглашаются, хотя показаний нет, ну, такие моменты могут. На кесарево. Да. Страх у женщин бывает достаточно большой, потому что в интернете очень много информации, нужной, ненужной, да. Поэтому нужно фильтровать. И, конечно, физиология — это намного лучше
Ага. Ходить на курсы подготовки к родам, общаться с женщинами, у которых есть положительный опыт рождения, а не отрицательный. Да? Ну и родовой травматизм еще бывает, когда женщина в потужном периоде не может вытужить, например, да? И там могут использовать вспомогательные вакуум-экстракции, например, да? Ага. Здесь могут быть кефалогематомы, переломы ключицы. Переломы ключицы природа, я считаю, что очень хорошо придумала, что у нас есть тонкая косточка. Она понимала, что плод будет проходить через узкие родовые пути. Да? И если он не попадает, это очень большая угроза и для здоровья матери и ребенка. И получается, ну, чтобы пройти узкие родовые пути, происходит перелом в тонкой части. Это ключица. И, в принципе, перелом ключицы, она восстанавливается очень хорошо, а в взрослой жизни она никакой патологии, ну, как бы не бывает. Вот часто я слышу в последнее время, говорят, ну, сейчас почти физиологически никто не рожает, всех направляют на кесарево сечение. Так ли это? Нет, здесь это неправильный подход. Ну, как бы информация, да. Сейчас каждый акушер-гинеколог, конечно, акушерскую агрессию старается уменьшить. Стараемся смотреть на женщину, ну, это акушеры расскажут, да, но мы, как неонатологи, рядом, находясь акушер-гинекологами, видим, что все тенденция идет на то, чтобы женщина сама родила. Только там, где есть показания, производится кесарево сечение. Это как бы получается в помощь женщине и ребенку, если иного пути родоразрешения, например, нет. Вот как родителям не пропустить серьезные нарушения здоровья новорожденного? Ну, пока находится в перинатальном центре или в роддоме, нужно понять ребенка, то есть его режим, да, выписаться с небольшим подъемом веса, например, да, уже убедиться, что ребенок уже хорошо набирает, лактация устанавливается. И, конечно, следить за ребенком, за его режимом. Из 24 часов, например, новорожденный должен спать около 18-19 часов. Ну, остальное время это бодрствование получается. Далее смотреть за его психомоторным развитием. Уже на этапе даже роддома можно, ну, врачи проверяют зрение, слух, например, да, его реакция на свет, на резкий шум. Хотя аудиоскрининг это проводится, но все равно нужно убедиться. Бывают ситуации, когда родители только на 4-5 месяце жизни ну, определили, что у ребенка со зрением проблемы, например. Да? И, конечно, это вот шкала психомоторного развития. В интернете она есть, и они должны под вот эту шкалу ребенок должен попасть. И если такового не происходит, то, конечно, обращаться к специалистам. И, конечно, физическое развитие. Прибавка в весе. Минимум при грудном вскармливании ребенок должен набирать 500 грамм за месяц. Минимальный набор веса. Ну, не та таблица, которая описана в интернете, например, да, 600-700 грамм, а минимальный 500, а максимальный он может набирать до килограмма, до 1,5 даже могут быть ситуации. Ну, то есть надо вести, получается, мамам соответствующую тетрадку, фиксировать. Совместно с участковым педиатром определять его физическое развитие. На самостоятельное плавание ни в коем случае не надо уходить, потому что и если вы не заметили, то заметит, конечно, доктор. И вот как раз начали уже с грамм, перейду на другую тему, тоже связанную с граммами. С какого веса и срока сейчас считают и начинают выхаживать детей? Вот по рекомендациям ВОЗ, по-моему, 600 грамм было, но это же вот совсем... Ну, рекомендации ВОЗ у нас с 2012 года принят, и мы выхаживаем с 22 недель 500 грамм, 25 сантиметров и более. Ранее, до этого, с 93 года по 2012 год, мы были на переходном этапе. Этот срок с 22 до 28 недель. Если рождался ребенок, то мы выхаживали до 7 суток. Если он живет дальше, то мы его регистрировали только на 7 сутки, 168 часов жизни. И могли получить свидетельство и так далее. Да? Сейчас же мы выхаживаем 500 грамм. Самый маленький пациент в нашем центре — это 480 грамм. Девочка растет, развивается хорошо.
И ну, во всем мире как бы не все страны перешли на это критерий. Например, Китай не перешел. Серая зона — это 22-25 недель. Жизнеспособность очень низкая. Но и если даже выживает, инвалидизация достаточно высокая. С 26-й недели уже эти риски уже снижаются, выживаемость повышается, инвалидизация снижается. Ну вот уже 10 лет, даже уже 11-12, да, мы занимаемся этими вопросами. Вот можно ли уже какое-то исследование провести, вот как сейчас дети себя чувствуют, тех, которых выхаживали на ранних сроках беременности? У нас имеется катамнез с открытым перинатального центра ЯРКБ. У нас имеется отделение катамнеза, которые вот этих детей, родившихся очень низкой массой, это от 1000 до 1500 грамм, и экстремально низкой массы, это до 1000 грамм выхаженных, за ними наблюдает, но ситуации, конечно, бывают разные. Потому что незрелые органы и системы, они все равно должны дозревать. И наша помощь, которая аппаратная вентиляция, да, наша помощь, вот, нахождение ребенка в инкубаторе, это все равно как бы особо бесследно не проходит. Это дальнейшее за ним, ну, когда родители должны заниматься этими детьми, их реабилитацией, абилитацией. Сейчас у нас производится развивающий уход уже с поступления в отделение новорожденных, в реанимацию новорожденных. Это начинаем с укладки. Создаем гнезда, максимально создаем условия как бы в утробе. Сгибание ребенка, нахождение, как будто матка давит на голову ребенка, да, и вот эти флексорные ситуации, последующим на его неврологическую отклонение и так далее, тоже сказывается. Ну, как реабилитационная помощь. И сейчас семейно ориентированная реанимация. Максимально стараемся маму, папу пускать в реанимацию новорожденных. Они должны обсеменять своего ребенка своей домашней флорой. И кормить грудным молоком. Это очень важный фактор. И если такой ребенок экстремально низкой массой тела питается грудным молоком, то риски летальных случаев, инвалидизации намного снижаются. Вот вы говорили о том, что вот мы перешли на международный подход в части вынашивания. Китай, допустим, не перешел. А вообще вот в целом российские подходы сильно ли отличаются от международных? Нет. И есть ли какие-то у нас свои особенности, допустим, в стране? Ну, у нас практически мы ничем не отличаемся. Центр Кулакова, который у нас 3 Б уровень, он нам показывает очень хорошие результаты. Сейчас у них инвалидизация совсем низкая. Ну, про серую зону мы обсуждаем в своем обществе, да, что, возможно, это достаточно ранние сроки, вот 22-25 недель. Все-таки в утробе в этот период ребенку лучше находиться, например, да. И ну, технологии такие же, как и в зарубежных странах у нас. И мы, Республика Саха, ничем не отличаемся, что идем в ногу со временем. Вот ваша профессия, она подразумевает многие часы работы с детьми. И так как вы доктор уже с большим стажем, вот чему вы, возможно, новому научились, почерпнули для себя при общении с детьми, с мамами? Все ли так, как в книжках? Или жизнь совершенно Все равно другие подход условия? должен быть индивидуальный, потому что организм разный, да? Мамы разные, и, соответственно, рождаются разные дети. И в своей практике я видела, что очень большой настрой, ну как бы имеет значение при выхаживании больного ребенка настрой матери. И связь между мамой, это вот в человеческих отношениях самая сильная связь — это связь между мамой и ребенком. Оно закладывается, ну вот, 9 месяцев, и дальше продолжается. Женщины должны научиться чувствовать своего ребенка. Это все идет на подсознательном уровне, да. И очень часто видела ситуации, когда
Ну, ранее, например, пренатальная диагностика не была развита. Порог развития имело место быть, например. Родился ребенок, мама за 9 месяцев не знала, рождается ребенок с пороком. Чаще всего это расщелина губы, твердого неба, да. Для нее это вот информация как по голове, да. Ага, естественно, она происходит отрицание. Пока мама отрицает, дети плохо кушают, плохо набирают вес, не хотят вот как будто и жить, да, то есть динамику хорошую не дают. Прорабатываем с мамой, что она должна быть, она ангел для этого ребенка, чтобы она могла помочь ребенку адаптироваться в этом мире, например, да. Ага. И как она вот это перешагивает отрицание, переходит в принятие, и, конечно, ситуация полностью меняется. Дети быстро набирают вес, становятся, ну, отвечают на нашу терапию. Да? Здесь нам помогают наши психологи. Вот с 2019 года в нашем перинатальном центре есть психолог, который вот в таких ситуациях нам помогает врачам разруливать, выходить Все без ситуации. потерь. Ну вот, опять же, вот от истории несколько рассказали, а вот такие, может быть, практические истории о выхаживании детей, о каких-то сложных случаях. Можете поделиться? Ну, их очень много. Ну, такие яркие, возможно, которые остались в памяти. В памяти. Ну, бывали случаи, вот выхаживание экстремалов, оно очень длительное. Раз уж в утробе она не доносила, получается, приходится донашивать после рождения, да. И женщина пребывает у нас, если рождается ребенок экстремально низкой массы тела, до 5, даже до 6 месяцев. Если с последующим, с легкими и так далее хорошо, они находятся у нас 5 месяцев. Не все мамы выдерживают, но есть мамы, которые очень хорошо настроены, и ни один раз не выписывая вот каждую каплю, вот с ними нужно проработать, насколько важно грудное молоко. Да? Как мы прорабатываем все это, маму настраиваем, она не хочет идти домой. Вот была женщина, помнится, выходили мы 650 грамм с Покровского района. Очень настойчивая, и за время пребывания она настолько себя, вот как дома вела, да, и мы у нее вот, ко дню недоношенного ребенка выпрашивали статью про грудное вскармливание, ваш опыт, и вот, чтобы наставление другим мамам, да. Очень хорошо, позитивный настрой она удерживала за 5 месяцев пребывания в нашем центре. Это было, конечно, героизм. Бывают, мамы устают, и мы их отправляем. Благо сейчас у нас есть банк, индивидуальный банк грудного молока. Она может оставить молоко, приносить и немножко отдохнуть. Ну вот и в завершении нашей беседы еще раз подчеркнем маршрутизацию пациентов, что она важна. Итак, родоразрешение женщин с высоким группой риска проходит в перинатальных центрах в Якутске. Да. Если же женщина физиологически считается здоровой, с минимальными отклонениями, то роды происходят в центральных районных больницах. Все ли центральные районные больницы принимают роды? Ну, все принимают, но количество родов намного сократилось. Если ранее принимали 200 родов, сейчас получается около 20 могут даже. В основном это маршрутизация в перинатальные центры, потому что женщины имеют или со стороны со своего здоровья, или со стороны плода имеют показания. Ну, тут больше связано именно общее это количество у нас высокое достаточно в республике, количество людей рождается на цифре там достаточно серьезной, несколько десятков тысяч, но тем не менее, значит, именно вопрос только в месте, где происходит родоразрешение. И дальнейшее пребывание плода. То есть если оно требуется, то они содержатся в отделении, я так понимаю, если требуется дополнительное наблюдение. Если нет, то на 4-е, 7-е сутки он выписывается. Да. Хорошо, спасибо вам большое, Светлана Николаевна. Я хочу напомнить дорогим телезрителям, что у нас сегодня в студии была заместитель директора перинатального центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, Светлана Николаевна Алексеева, и мы разговаривали на тему неонатального скрининга, в целом работы врача-неонатолога и что нужно делать и мамам, и папам, и
целому врачебному сообществу, чтобы сохранить жизнь самого главного человека в жизни любой семьи, это его ребенка. Благодарю за беседу и желаю всем, конечно, крепкого здоровья. И, конечно же, нашим маленьким пациентам. Ну а мы встретимся с вами, как всегда, по вечерам в программе «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». Мы рассказываем то, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам самого доброго. До свидания.